Привет! Меня зовут Ажар, и мы продолжаем наши уроки по легкому и эффективному запоминанию казахских слов. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы быстро, легко запоминать казахские слова, тем самым увеличивать свой лексикон и со временем, надеюсь, начать разговаривать и начать понимать казахский язык. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как жмс. Жмс. Вот здесь, видите, у с такой черточкой, да? Это такое глухое у. Не у просто, а о. Не у, а о. Жмс. Жмс. Жмс переводится с казахского как работа. Я подобрала вот такую картиночку, но для того, чтобы быстро и легко запомнить что-то, нужно посмотреть на сам предмет, либо на его картинку. Ну, в данном случае вот мужчина что-то делает с молотком, да, вот. Ну, есть еще и другие варианты работ. В принципе, могу, конечно, показать вам. Ну, вот, к примеру, вот. Мужчина работает за компьютером. Это тоже жмс. Жмс. Посмотрите, обязательно смотрите или картинки, или фото. Почему? Потому что это как бы помогает памяти связать это слово вот с этим действием, вот с этим явлением, да, с этим предметом или с чем-то, да, связать, и в памяти станет легче запомнить это слово. Почему? Потому что он получит некую массу, некое представление об этом слове. Так вот, слово жмс, если у вас есть сложности с произношением этого слова, вы можете загуглить его и потренироваться в произношении. И у вас обязательно это правильно выйдет. Как говорится, повторение – мать учения. То есть, если вы много-много-много раз будете повторять, и вы в какой-то момент просто поймете, что вы все делаете правильно, и что вы обязательно запомните это слово. Теперь составляем русские предложения, подставляя вместо слова «работа» слово «жмс». Я сегодня пойду на жмс попозже. У некоторых людей жмс такая со свободным графиком. У многих врачей жмс начинается вообще все четко с 8 утра и там, к примеру, до 8 вечера. У некоторых жмс длится посменно. Например, смена там с 8 утра до следующего дня 8 утра, и потом 2 или 3 дня у них отдых от жмс. Когда человек любит свой жмс, ему очень легко работать, и он не сидит и не считает время до конца жмс. Я люблю свой жмс, и время для меня протекает совершенно незаметно на своем жмс. Для того, чтобы найти свой жмс, свою стезю в жизни, нужно прям прислушиваться к себе, потому что с самого начала, с самого детства человек уже примерно знает, что ему нравится и что у него хорошо получается. Вот это, я думаю, что и будет правильным выбором жмс. Но иногда жмс надо сделать просто потому, что надо сделать. И в этот момент подключается, конечно, самодисциплина. Временами не хочется делать жмс, но надо сделать. И поэтому я думаю, что успеха достигают люди не только, которые просто по вдохновению выполняют свой жмс, а те, кто дисциплинарно изо дня в день с внутренней дисциплиной выполняют все те действия, которые им предписаны для того, чтобы выполнить свой жмс хорошо и качественно. Вот таким образом
Составляйте предложения, собственные предложения, полноценные предложения, а не просто словосочетания, а именно предложения. Иногда нужно сделать достаточно много предложений. В моем случае это было и 40, и 50, и даже больше предложений для того, чтобы действительно запомнить это слово и действительно сделать так, чтобы это слово вошло в вашу память и осталось там на всю жизнь, и чтобы вы с легкостью могли использовать это слово. Поэтому составляйте предложения, тренируйтесь, прослушайте произношение, потому что некоторые казахские буквы отличаются произношением от русского алфавита. И каждая наша победа, каждое наше запомненное слово приближает нас к нашей общей цели. Начать разговаривать на казахском и понимать на казахском. Поэтому смотрите мои видео, делитесь моими видео с другими людьми, которые хотели бы научиться разговаривать на казахском, понимать его. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии, какие у вас были победы от применения этого способа. Пока!